Ну так я и говорю, что давненько когда-то в одной весьма пластилиновой местности, подожди, только ты не пропадай, ладно? Жил-да был орел-мужчина. Большой он был любитель побездельничать. Хорошо, что жена попалась строгая и авторитетная. Как-то под Новый год она послала... Ну, в общем, послала его за елкой. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Легкой, небрежной походкой. Походняк такой соответствующий должен быть. А время-то октябрь. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рвут. Зову тебя. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Мне море по колено, мне горы по плечо, доносится мне с берегов. Мне море по колено, мне горы по плечо, но не выкинуть из песни слов. Распахивайте дверцы, пришли крутые перцы. Григорий Владимирович, пора. О, здравствуйте. Верный друг, вот седло, в путь, так вместе. Верный друг, вот весло, в путь, так в путь. Так, моста нет, на ту сторону не перебраться. Идем обратно. Куда? Нету у нас пути обратного. Пошли, я покажу. Налево пойдешь, богатым будешь, направо пойдешь, женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет. Прямо! Так вот нам куда нужно-то. Прямо! А и сильные, могучие богатыри на славной Руси. Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное. Век стоит Русь, не шатается, и века простоит, не шелохнется. Чтоб яйца держала. Чтоб яйца держала. Оказался хлопец, большой оригинал. С этой славной штучкой был он всех важней. Что же Галя не пустила хлопца до дверей? Уж послала так послала. Бог помощь. Ты шо, по деревьям лазишь? Да вот, птичку хотела. Ага. Да я это... гулял. Ага. А помнишь, как ты меня гонял? Так я это... Ну да. Работа такая. Да. Так я это... Теперь как я. А? Может, на всякий случай за руки возьмемся? Да тут невысоко. О, раньше здесь, наверное, Змей Горыныч обитал. А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто 3 раза в год в самый жуткий час косит трын траву. Ну а живых здесь не водится? Нет, мертвые только. Не подходи! Прошу. Я ведь монстр.
Ну, было бы тут много живых людей. Эти места они назывались бы тогда дикими. Ха-ха, верно, нет? Дикими? Нет ухаба, значит будет яма. Рытвина, проникливей кювет. Ух, дорога. Его королевское величество, бесподобный король Джулиан XIII, самопровозглашенный властелин лемуров, ура! Туда нам надо. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Как дела? Да так как-то не очень. Давай ближе к делу, а? Музыку поставь. О, только русскую. Испугались. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Самовара пора ползать ветролет. Он летит, свистит, пыхтит и чай дает. Он летит себе по небу и свистит. И чаек для Дуси с Васей кипятит. Я читал в книге, что голодание считается лечебным только после хорошего ужина. Недостаток пищи в молодом организме способствует скорейшему отмиранию клеток головного мозга, если таковые имеются. Такое впечатление, что меня никто не слышит. Я подозреваю, что они здесь пьянствуют. Пожалуйста, чешите отсюда. Тачку будем угонять? Нет. Пешком пойдем. Классная тачка. Бэха семерка. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Приветствуем защитников жертв милицейского беспредела. Салам алейкум, дорогой. Молодец, что позвонил. Рад слышать голос твой. Как жизнь, как сам, как там все наши пацан. Хорошо говоришь, какие твой дальнейший план? Хоп, понял, едешь ты Москва. Как долго будешь там? 2-3 дня. Что, хочешь сделать бизнес? А молодец, кто понял жизнь, работу бросил наконец. Послушай. Салам алейкум, землякам. Мы так соскучились за вами. А нет, торопиться не надо. Ребята, как я рад вас видеть! Я понял, наша сила в единстве. Только вместе мы достигнем нашей высокой цели. Дружба! Вот наше настоящее богатство. Короче, Слов не говоря, искусай меня, силы не жалей, дурака валяй. Да вы, блин, даете. Продажную любовь не признавали. У каждого жена, но жены их едва ли знали, чем занимается супруг в далеком крае. Дни коротая, любили, верили и ждали, когда таинственное судно туманным утром войдет в их бухту, причалят шлюпки. Мужья прижмут к груди в объятиях страстных и ласково шепнут: я дома, здравствуй. С возвращением, говорю. Ну и сказочка.